Здравствуйте, уважаемые тельцы! Рада вас приветствовать. И это расклад на новый 2021 год для вас. Посмотрим на 12 сфер, как будут происходить события в вашей жизни в этом году. Если что-то затронет вас, ваши темы, вы пишите об этом в комментариях обязательно. Итак, 12 сфер. Ваша личность, ваши финансы, ваше общение, окружение, ваш дом, семья, недвижимость, ваша любовь, ваша работа, здоровье, ваш партнер, кармическая задача на год. Так, ваше самообразование, саморазвитие, карьера. Это окружающие вас люди и то, как мы чувствуем себя внутри. Какие чувства нас посещают весь этот год. Итак, выпадает карта императора для характеристики вашей личности в этом году. Но вы действительно, тельцы, добьетесь очень многого. Император – это характеристика вас как человека, который реализует какую-то свою большую-большую мечту. Вы станете сильным, вы станете стабильным. Может быть, кто-то получит власть, которую он хотел, да, который мечтал. Или, может быть, вы создадите безопасность финансовую для себя. Кто-то недвижимость приобретет из вас. Может повлиять на вашу личность какой-то человек, мужчина, отец, может быть, да, с которого вы можете брать пример и на которого вы хотите быть похожи. Или, может быть, у вас давно такой идеал был, и вот вы в этом году к нему приблизитесь. Очень мощная защита может быть у вас, может быть решение всех материальных проблем, или, может быть, вы будете кого-то защищать в этом году. То есть очень хороший год, и, в принципе, вот по этой карте вы можете самостоятельно влиять на свою жизнь. Вы можете вот все, что запланируете, все выполнить. У вас прям сила такая есть в этом году. Второй дом, финансовый. Здесь у вас выпадает королева пентаклей. Опять карта денежная, очень хорошая. Это карта изобилия. Это карта, когда вы все, что планируете, то и получаете. Если вы планировали вот в финансах какой-то успех, продвижение, может быть, начало чего-то нового в финансовом плане, вы это получаете. Вообще, королева пентаклей – это у нас карта, которая говорит не только о том, что нам достается все как-то легко, да, она говорит о том, что нужно будет прикладывать усилия достаточные, нужно будет все планировать, нужно будет стараться очень много работать. И очень важно, чтобы мы здесь выполняли все свои обязательства, чтобы не было такого, что мы, допустим, сегодня что-то сделали, завтра пропустили, да, или какие-то ошибки допустили, или позволили себе полениться. Нет, в течение всего года придется работать очень напряженно, но и результат здесь будет очень хороший. Здесь как раз вот благодаря этой напряженной работе изобилие придет. Решится какой-то финансовый вопрос. Если были проблемы финансовые, они обязательно решатся. Теперь третий дом, окружения, восьмерка чаш. Но здесь какие-то большие перемены у вас происходят. Здесь будет нужно, скорее всего, отказаться даже от какого-то своего окружения, от каких-то друзей, может быть, потому что они, возможно, вам мешают. Или, может быть, вы просто решите куда-то переехать в связи вот с какими-то планами новыми своими, да, деятельностью новой. Или, может быть, для кого-то это будет семья, брак и так далее, да, и меняется круг ваших друзей. Вообще, восьмерка чаш у нас карта довольно-таки такая сложная, знаете, когда нам жалко с чем-то расставаться. То есть, может быть, нам жалко расставаться с какими-то людьми из своего близкого окружения, но это необходимо сделать. То есть мы как будто бы жертвуем чем-то вот по этой карте во имя своих целей, во имя будущего, во имя чего-то, что важнее сейчас, да, нам приходится от этого отказываться. Или, допустим, мы знаем, что нужно дополнительное образование какое-то, и нужно на время куда-то уехать, допустим, учиться, да, и здесь мы расстаемся со своими друзьями, близкими, и нам это тяжело. Давайте теперь смотреть
следующие сферы. Так. Снова старший аркан у нас выпадает в позицию 4-го дома. Это очень здорово. Здесь, скорее всего, действительно очень большие перемены. Может быть, кто-то обретет семью, может быть, кто-то купит недвижимость. В общем, все, что касается недвижимости и семьи, это пройдет на ура. Это карта мир, это наивысшее достижение, какое только может быть. Здесь, знаете... Может быть, вы долгое время искали своего партнера, найдете и тут же, может быть, в брак вступите. Или, может быть, для кого-то это рождение ребенка будет, да, пополнение в семье. Или, может быть, вы настолько будете с партнером дополнять друг друга, что даже это не партнеры, семья, да, все члены семьи будут дополнять друг друга, что вот это будет такое состояние, что, идеально просто, да, все идеально, лучше некуда. А также это карта счастья, это карта союза, это карта какой-то награды, успеха. То есть все, что вы найдете в семье, будет самым лучшим, что только можно предположить. Или все, что касается покупки, приобретения, строительства недвижимости, это тоже будет все, что только может быть лучше. То есть вы найдете, может быть, то, что упустили когда-то. И вы будете, знаете, сами собой, вы будете тем человеком, каким являетесь, вам не нужно притворяться. Замечательная карта, просто тельцы, вы счастливчики в этом году. Это карта влюбленности у нас, любви, чувств, творчества, детей. Это может быть какое-то свое дело, хобби, да, тройка мечей у нас здесь выпадает. Карта на первый взгляд сложная. Нам кажется, что у нас... с чувствами проблема здесь с любовью, да, действительно может быть какое-то отдаление, вот именно в плане чувств, да, это, видимо, как такая ситуация, когда что-то связано с ревностью, вмешательством третьих лиц, то есть, никогда счастье не бывает безоблачным, да, то есть именно трудно иногда пережить какие-то ситуации, связанные именно с глубокими чувствами. Да? Вот, допустим, вы хотите, чтобы с вами рядом был какой-то человек, а он, допустим, должен уехать. Да? Тройка, как дорога может быть. Или, допустим, вы хотите остаться вдвоем, а у вас в семье кто-то третий появился. Допустим, ребеночек, да, и вы не можете выражать свои чувства так, как хотелось бы вам. Или, допустим, вы хотите быть своей семьей, а кто-то приезжает к вам в дом и эту идиллию вашу нарушает. В общем, какой-то третий человек, какой-то третий, третий лишний, скажем так, появляется. Может быть, это не настоящее событие, может быть, это ваше ощущение, как ревность, допустим, да, которая может мучить в течение года. Также тройка мечей у нас связана с ограничениями. Допустим, вы вынуждены очень много работать и мало видите свою семью, да, своих близких, и это тоже доставляет вам проблемы, да, ранит как-то ваши чувства. То есть вы хотели бы, но не можете. А также здесь еще какая ситуация? Может быть, слишком много чувств, слишком много эмоций, они выходят из-под контроля, и вы можете совершать какие-то ошибки, говорить какие-то лишние слова, да, то есть нужно быть осторожней. Нужно сделать так, чтобы чувства все-таки подчинялись разуму, тогда все будет в порядке. И если, допустим, кто-то вмешивается в ваши отношения, это нужно пресекать обязательно, либо договариваться. Теперь карта, которая отвечает за каждодневные наши обязанности, за работу и за здоровье. Здесь выпадает пятерка чаш. Какая-то перемена, какая-то сложная, трудная ситуация будет происходить в работе, в каждодневных каких-то обязанностях. Потому что пятерка чаш, она не так тяжела, как событие, а переживать это внутри как-то тяжело. Да? Перемена, переезд, новая работа, новые люди вокруг. Это все будет очень тяжело. То есть прошлое еще не отпустила, а к новому еще не привыкли, да, и эта ситуация может быть сложна. К новому коллективу, к новым людям, к новому месту жительства. Или, может быть, если мы говорим про здоровье, пятерка чаш может говорить о том, что какой-то процесс выздоровления идет, и улучшение есть, но оно еще такое неявное. Все равно, конечно, здесь карта улучшения. Пятерка всегда выход из ситуации, выход на новый уровень.
Так, что еще здесь про здоровье можно сказать? Здесь ситуация связана с... здоровье, в смысле, ситуация связана с какими-то обидами, которые вот накопились. Да, очень часто вот по этой карте у нас идут болезни психосоматические, нервные болезни, да, когда мы не можем приспособиться к какой-то ситуации, у нас начинает реагировать тело. Даже простуда может быть как психосоматика, да, то есть какие-то заболевания, которые вот именно от наших эмоций зависят, которые мы никак не принимаем или не перевариваем, да. То есть эмоции, их тоже как пищу нужно переварить, принять. Не отказываться, да, от того, что нам неприятно, а нужно как-то это объяснять себе, да, то, что в жизни происходит. Не нужно как-то, допустим, от прошлого отказываться, от людей, с которыми мы не можем сейчас вместе находиться, допустим, или те, кто нас обидели. Вот нужно как-то принимать даже негативное в свою жизнь, понимать, что это зачем-то нужно нам, это почему-то справедливо для нас. Раз это в нашей жизни есть, значит, это нам нужно. И вот как-то это переоценить. Обиды нужно убирать, обязательно какие-то сложные такие сложные отношения, которые были в прошлом, они создали обиды, и вот теперь нужно почистить свою память для того, чтобы не заболеть, потому что есть возможность тут такая вот именно психосоматических заболеваний. Но, в принципе, это карта привыкания всегда. То есть нужно привыкнуть просто и все, дать себе время, привыкнуть к новой ситуации. Посмотрите, сколько здесь всего хорошего происходит. Причем это наверняка захватывает все ваше внимание, и вам, может быть, просто не остается времени на то, чтобы заняться здоровьем. Вы как бы чувствуете, понимаете, что нужно здесь уделить этому внимание, а может быть нет времени. Или, допустим, питание, это же чаша, да, может быть, мало пьете воды, может быть, неправильно питаетесь, как-то на ходу, да, ну, как бы питаетесь тем, что под руку попадет, да, то есть вот здесь вот может быть это тоже проблема. Давайте посмотрим следующие сферы жизни. Так. Партнерство. Как раз карта партнерства и выпала. Семерка жезлов – это у нас карта такой борьбы, когда мы стараемся быть не хуже других. Да? Вот, допустим, вы в партнерстве находитесь, и у вас партнер чего-то достиг в жизни. И вам тоже хочется, да, то есть вы постоянно находитесь в каком-то движении, стараетесь соответствовать, или, может быть, вы здесь притираетесь, да, характеры притираются, может быть, об обязательствах каких-то договариваетесь, да, об обязанностях. В общем, здесь какая-то борьба обязательно будет в партнерстве, но эта борьба, она делает вас лучше, сильнее, это то, что создает вашу общность. То есть вы себя проявите, нужно обязательно себя отстаивать, чтобы партнер вас уважал, да, чтобы не было такого, что один выше, другой ниже. То есть постоянно должно быть, ну, партнеры должны быть на одном уровне, для этого, конечно, борьба и нужна. Так, что еще у нас по семерке жезлов? По семерке жезлов у нас здесь ситуация... Знаете, такого может быть эгоистического счастья, да, когда вот семерка жезлов, мы как-то требуем внимания к себе больше, или, может быть, то один партнер требует себе больше внимания, то другой, да, и вот из-за этого могут случаться такие столкновения, конфликты. Но, в принципе, все очень счастливо. Это карта роста, это карта приспособления, это карта, когда мы в паре стараемся свою индивидуальность сохранить. В принципе, тут все хорошо. Кстати, может быть, каждый из вас захочет какой-то свой проект реализовывать, ну, допустим, какой-то деятельностью заниматься, да, и у вас, может быть, по этому поводу какие-то ссоры, споры. Так, теперь кармическая задача, восьмерка пентаклей. У вас, дорогие тельцы, задача финансовая в этом году. Заработать денег не
просто заработать, не просто получить, а именно заработать, чтобы вы осуществили какие-то свои проекты, свой профессионализм доказали, да, и за это получили деньги. То есть вот это ваша кармическая задача. Восьмерка пентаклей у нас карта, когда мы должны оставаться верными себе, верными своим близким людям, верными своему долгу. В общем, знаете, когда мы, как бы нам трудно ни было, мы все равно делаем то, что взяли на себя как обязательство. Вот это важно. Так, восьмерка пентаклей. Но здесь может быть какая-то цель реализована, да, то есть это кармическая задача реализовать свою цель высокую. Это может быть карьерная, свой бизнес, это может быть цель в браке, да, это цель поднять свой уровень профессионализма, чему-то научиться. То есть вот высокая цель, которой мы достичь можем в этом году, и она должна обязательно в финансовой форме выражаться, либо в какой-то материальной форме, чтобы это можно было увидеть, потрогать руками. А теперь наше самообразование. Здесь нужно будет искать какие-то новые пути, делать то, что вы еще никогда не делали. И также эта карта, когда придется отказаться от чего-то привычного, когда нужно стать каким-то новым человеком. Вообще семерка мечей, это же у нас интеллект, да, то есть нужно менять мышление, нужно менять подход к людям, семерка, партнерство, да, то есть вот нужно учиться, может быть, не так каким-то знаниям в профессии, как умению общаться с людьми, умению сосуществовать вместе с другим человеком так, чтобы обоим было комфортно, при этом, чтобы каждый себя реализовал, чтобы не подавлять друг друга и так далее. Да? То есть вот именно это нужно будет реализовывать. Но также семерка мечей у нас карта, знаете, таких знаков или снов, когда вот жизнь хочет нам что-то сказать, и нужно на это обращать внимание. То есть если вы не верили, допустим, в приметы, да, желательно вам поверить, потому что жизнь вам будет подсказывать в этом году, как вам лучше быть, куда лучше пойти, с кем знакомиться, с кем общаться, какие цели выбрать и так далее. Посмотрим карьеру. Замечательная карта силы, то есть вы действительно, тельцы, в этом году просто великолепно год проведете, вы добьетесь того, чего хотели. Это как раз у нас карта начальник подчиненный, то есть кто-то станет действительно на ступеньку выше в своей карьере, или это может быть свое дело, бизнес, да, организация, умение управлять коллективом, умение держать вот на плаву свое дело, умение управлять финансами и так далее, и так далее. То есть карта говорит о том, что вам придется постараться для того, чтобы удержаться вот на той позиции новой, которую вам жизнь вот подарила. Также карта дает какую-то принципиальность и честность, да, то есть нужно обязательно себя спрашивать, всегда ли я честен, со всеми ли я честен, не нарушаю ли я свои принципы. Может быть, знаете, будет какая-то борьба между вами и кем-то. Может быть, кто-то даже проявит не лучшие свои качества в этой борьбе, и вам все равно нужно оставаться все-таки честным, да, стараться быть добрым, защищать справедливость, да, но не переходить границу. И еще вот эта карта, она очень часто связана с идеализмом с каким-то, да, то есть, может быть, вы, допустим, хотели раньше свое дело начать или какую-то должность занять, и у вас было одно представление, а когда вы столкнетесь, вот как это на самом деле происходит, да, вот тут будет ваши взгляды будут меняться, вы будете понимать, что это совсем не то, что вам представлялось раньше. Но в любом случае вы здесь справитесь. Эта карта силы, она и есть победа, да. Теперь карта, которая показывает наше окружение и наши взаимоотношения с теми людьми, которые вокруг нас. Король жезлов. Замечательная карта лидерства. Вы будете лидером в своем окружении, вас будут слушать. Может быть, у вас будет много помощников, которые ваши планы помогают приводить в исполнение.
Так, карта, которая выводит вас на новые какие-то вершины, то есть ваше окружение будет помогать вам продвигаться, будет помогать вам расти, достигать ваших целей. Может быть, вы будете куда-то выезжать совместно с кем-то, да, может быть, какие-то будут тренинги или еще что-то такое. Но в любом случае здесь очень хорошая карта, когда вы постоянно в движении, в росте, в улучшении. И вот вас слушают, не только вот вам помогают, да, но и вы помогаете многим людям в этом году. 12-й дом, здесь, конечно, кризисная карта. Вам очень тяжело даются эти изменения. 5 жезлов – это, знаете, когда вы учитесь общаться, когда вы учитесь быть вот в новой ситуации, может быть, привыкаете к каким-то людям, к новому месту, обретаете новый опыт и вот стараетесь адаптироваться. Это, конечно, нелегко, но все-таки любой рост, он невозможен без того, чтобы вот этот внутренний кризис у нас не появился. Да? То есть обязательно будет внутри какое-то беспокойство, когда у нас все начинает как бы подтягиваться до нового уровня. Но, в принципе, эта карта хорошая. Вы тут в боевом таком настроении, оптимистичном, как бы трудно не было, вы сражаетесь, да, вы добиваетесь даже того, чтобы у вас внутри был оптимизм. То есть вы не допускаете каких-то негативных здесь проявлений. Очень хороший у нас расклад получился, много старших арканов, и, в принципе, есть, конечно, и негативные стороны, но по сравнению с позитивом, да, можно даже про них и не говорить. То есть сложности лишь в том, чтобы приспособиться к новым людям, к новым обстоятельствам и вот благодаря этому утвердиться в новом своем положении. С деньгами все хорошо, с партнерством все хорошо, с недвижимостью. В принципе, все главные сферы очень даже замечательные в этом году для тельцов. Вот такой ваш год, дорогие тельцы. Пишите свои комментарии, пишите на мои контакты, если хотите свой расклад. Желаю отличного Нового года, здоровья, счастья в личной жизни и, конечно же, финансовых улучшений обязательно. Всего вам доброго, до свидания.